Кемерово, мы с тобой. В стране общенациональный день траура. Я хочу поступить в МГИМО или в МГУ на экономический факультет. Учение «Свет», а не учение «Пересдача». Сегодня прошел досрочный этап сдачи ЕГЭ по иностранному языку. Восстановление после урагана. В Джайравском районе проходит ликвидация последствий стихии. Если их обнаружат на ранней стадии, их легче лечить. Они легче поддаются лечению. Всеобщая диспансеризация. В Ингушетии прибудут лучшие специалисты медико-биологического агентства России. Данная практика будет, несомненно, нам полезна. Специалисты ответили на все интересующие нас вопросы. От теории к практике. Для будущих агрономов устроили экскурсию по агрохолдингу «Экопродукт». На канале Ингушетия Новости 24. Добрый вечер. Скорбь одна на всех. Сегодня в России общенациональный траур. Страна скорбит по погибшим в Кемерове. Большинство из них – дети. В память о тех, чьи жизни трагически оборвались в результате страшного пожара в торговом центре, по всей стране были приспущены флаги. Учреждения культуры отменили развлекательные мероприятия, телерадиокомпании изменили сетку вещания. Наш канал не исключение. В эфире не будет развлекательных программ и рекламы. Во всех регионах вспоминают погибших и соболезнуют родным. Проходят акции памяти жертв. Пожар в торгово-развлекательном центре «Зимняя вишня» произошел 25 марта. Он унес жизни 64 человек. Есть без вести пропавшие. Правительству России и органам субъектов поручено принять необходимые меры по оказанию помощи семьям погибших и пострадавших. Во всех регионах России в день траура продолжаются памятные акции по погибшим. Напомню, день общенационального траура в связи с трагедией объявлен указом президента России. Ингушетия разделяет боль утраты с жителями Кемерово. Слезы, свечи, цветы, мягкие игрушки, импровизированные мемориалы и миллионы скорбных записей в социальных сетях. Безусловно, это горе и общая боль всей страны. Всю ночь вчера и весь день сегодня в Кемерове горожане приходят почтить память погибших. Цветы и записки со словами скорби несут и на Манежную площадь. И прошли сегодня и первые похороны. Панихиды идут сразу в нескольких православных церквях. В Ингушетии, в Покровском храме ставили свечи и поминали погибших. Прихожане молились и за здоровье пострадавших. Свои молитвы возносят и католики, и мусульмане. В общенациональный траур в стране отменены все развлекательные мероприятия. В общенациональный день траура многие телеканалы, радиостанции отказались от развлекательных программ. Изменилась сетка вещания, и на НТРК Ингушетии все концерты и развлекательные программы перенесены на следующие числа. На канале Ингушетии идут промо-ролики Кемерово. Мы с тобой. Вся наша республика разделяет общее горе. Флаги приспущены во всех административных зданиях столицы Ингушетии. Скорбят и жители республики. Многие не могут сдержать слез. Плачут сегодня не только взрослые. Трагедия 25 марта унесла жизни 64 человек, 41 из которых были дети. В результате пожара не стало целого класса учащихся, которые в торговый центр приехали отдохнуть. Мы очень сочувствуем этим маленьким детям. Они пришли отдохнуть, они моего возраста. Я хочу, чтобы на земле больше не было такого. Этот пожар принес большой удар родителям этих детей. Я соболезную всем умершим и у кого погибли дети. И мне больно представить, что творилось в этом торговом центре, и больно представить, что творится в сердцах их родителей. Мы все очень сожалеем о том, что произошло в городе Кемерово. Эти все дети были моего возраста. Всем семьям было, наверное, очень трудно это переносить. Мне тоже было.
Общественники, депутаты, школьники и студенты пришли на мемориал памяти и славы высказать слова поддержки родным и близким погибших. С хэштегом «Кемерово, мы с тобой» в небо запускают небесные фонарики. А после участники митинга, среди которых и председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев, приступили к возложению цветов. Невозможно смотреть, видеть вот эти крики, ужасы. И когда ты не можешь человеку помочь, это ужас. Жалко, очень жалко детей. Ингушетия скорбит вместе с народом Кемерово. Мы соболезнуем всем родственникам, желаем им спокойствия, мира. Они просили о помощи, писали и звонили своим родителям, прощались и плакали в последний раз. Пожар вовсю полыхал, когда одна из находившихся внутри Маша Мороз опубликовала последнее сообщение. Даже не крик о помощи, а всего лишь 4 слова. «Мы горим, возможно, прощайте». Тяжелее всех тем, кто потерял своих близких и родных, которых они никогда не увидят. В зимней вишне погибли целые семьи. Это моя дочь, Светлана Ковалевская. Сколько лет? 5. Вот Егор. Ему 3 апреля должно 10 лет исполниться. Я думаю, что эту трагедию невозможно забыть даже через много-много лет. Я надеюсь, что больше этого никогда в жизни не повторится. Эта трагедия коснулась каждого человека нашей страны, и не только нашей страны. Я думаю, скорбят многие другие страны. Мы потрясены этой трагедией, этим страшным событием. Мы просим держаться жителей Кемерово. Мы с вами, Кемерово. Они строили будущее, которого в один миг просто не стало. Сегодня особенно хочется смотреть на эти фотографии детей, вспоминать их счастливыми и радостными вместе со своими семьями. Только так мы сможем пережить это общенациональное горе. Ирина Сычоева, Новости 24. Равнодушным к трагедии в Кемерове в нашей республике не остался никто. Ученики столичной гимназии и лицея свою скорбь и соболезнования выразили в стихотворениях собственного сочинения. Горе, постигшее родственников погибших, дети воспринимают как собственное. Минута молчания в памяти погибших в торговом центре в Кемерово. Несмотря на весенние каникулы, учащиеся школ республики вышли сегодня, чтобы разделить боль утраты, которые испытывают семьи погибших, и выразить им свои искренние соболезнования. Белые шарики, листовки, Кемерово, мы с тобой, мы вместе. Эта трагедия не оставила равнодушными тысячи людей по всему миру, в том числе и учащихся лицея в Магасе. Не каждый из собравшихся смог найти правильные слова, поэтому дети решили выразить свои чувства строчками стихотворений. Последний взгляд на мир и удивление. Немое. Мама, я тебя люблю. Я мир воспринимаю без прикрас, и жизнь не в розовом я вижу свете. И все-таки кричу в 101 раз, пусть никогда не умирают дети. Каждый из них выбирал эти строчки сам, от чистого сердца. Дети не должны умирать, считает десятиклассница Дейси Цычоева. Я думаю, что самыми главными жертвами этой трагедии были дети, которые нуждались в помощи и прощались со своими родителями, понимая, что это их последние минуты жизни. Многие люди стали жертвами этой трагедии, и мы вышли, чтобы выразить соболезнования этим бедным детям и людям, которые находились в этом здании. Очень жалко этих детей. Трагедия в торговом центре не только лишила жизни 64 человека, но и навсегда изменила судьбы сотен, а может и тысяч людей. Кто-то потерял в тот день своих детей, а кто-то родителей, сестер, братьев, друзей. Сотни семей навсегда объяты скорбью. Я понимаю, этому не быть. Смерть без разбора расставляет сети. И все же не устану говорить, пусть никогда не умирают дети. Выражают свои соболезнования и учащиеся гимназии Марем. Здесь подготовили небольшую стену скорби прямо у входа в школу. Все неравнодушные приносят сюда цветы, игрушки, открытки. Новость о пожаре буквально ошарашила Магомеда Зязикова. Он узнал о трагедии в интернете и долгое время не мог прийти в себя, представляя этих детей и их родителей.
очень много людей остались без отцов, без матерей, без детей. Там 2 класса поехали, отмечать весенние каникулы, тоже погибли. Я очень сожалею об этом. Это трагедия не только Кемерово, это трагедия всей России. И мы тоже вместе с этими маленькими детьми, с родителями этих детей скорбим. Несмотря на то, что пожар произошел в другом городе, многие жители нашей республики восприняли эту трагедию как личную. И даже слезы на глазах выступают у матерей, которые прекрасно понимают, как тяжело сейчас тем, кто потерял своих детей в этом страшном пожаре. В память о них десятки белых шаров будут запущены в небеса. Амина Бокова, Адам Далаков, Новости 24. Трагедия в Кемерово послужила поводом для проведения профилактических мероприятий в различных торговых центрах на предмет соответствия их нормам пожарной безопасности. В связи с поручением главы республики они проводятся во всех общественных местах региона. О ходе проверки в торгово-развлекательном комплексе «Фабрика» расскажет Мадина Пугоева. Зимняя вишня в Кемерово и торгово-развлекательный комплекс «Фабрика» в Назране. Детская игровая зона находится на том же 4-м этаже. Именно там в тот роковой день находились десятки отдыхающих, поэтому сотрудники Ингурского МЧС начинают свою проверку с небольшого игрушечного городка. Камера видеонаблюдения в сгоревшем центре Кемерово зафиксировала момент возгорания в батутном бассейне. За считанные секунды пламя и едкий дым охватывают почти большую часть зала. Одна из версий случившегося – поджог поролонового наполнителя, а потому в поле зрения проверяющих попадает даже материал, из которого сделано напольное покрытие. Мы запросили сертификаты на те материалы, которые применяются в данном помещении. Где указано будет, соответствует он, проходил ли вообще он испытания по пожарной безопасности, либо не проходил. Если проходил, какие у него есть классы пожарной безопасности, горючие, не горючие. Вот для этого всего, для того, чтобы в дальнейшем предотвратить возможные ситуации, связанные с пожарной безопасностью. Кто-то скрикнул, надо бежим налево, потому что там выход эвакуационный. Там была действительно дверь, но она была закрыта. Заблокированные выходы и охваченные огнем лестничные площадки в огненном плену оказались десятки человек. Куда бежать и кого позвать на помощь? В панике люди начали самостоятельно искать выход из центра. В случае ЧП эвакуацией посетителей должен заниматься персонал развлекательного комплекса. Знания фабричных работников тоже проверили. Произошло возгорание в данном помещении. Дети находятся. Какие ваши действия? Расскажите. Наши действия будут, как обычно. У нас стоят там на зоне огнетушители. Есть ли они у вас? Конечно, там? Есть. У нас здесь есть на зоне в начале, и там у нас в каждой зоне есть, даже в кабинете есть. Теорию освоили, зато с практикой возникли проблемы. На просьбу показать, как пользоваться огнетушителем, ответственный за безопасность детей разводит руками. Позже за кадром объясняют, персонал центра не успел пройти противопожарную подготовку. Дело в том, что у нас не весь этот персонал, тем более она новая девчонка, пока, я вам скажу честно, что пока еще не... Ну, смотрите, вот любой посторонний человек, вот произошло возгорание, нету персонала, ушел он чай пить. Чтобы узнать, где огнетушитель, должно быть место для обозначения. Конечно, инструкция. Место для обозначения огнетушителя. Да, чтобы отсюда эвакуироваться с детьми. Вы сегодня проходите, это будет... Я вам объясняю просто. Для того, чтобы вот отсюда, с этой зоны эвакуироваться и знать, куда эвакуироваться, вам должны быть направления эвакуации. За ряда нарушений жертвами ЧП в Кемерово стали десятки человек. Как не допустить подобной ситуации? Вот главный вопрос, который мы задали сотрудникам МЧС. В настоящее время покинуть детскую игровую зону в торговом комплексе «Фабрика» можно через лестничную площадку и коридор, ведущий к другой части здания. Но при условии, что оба выхода заблокированы. Здесь должна быть наружная противопожарная лестница для эвакуации людей в случае пожара. Да. Это оставим, чтобы была эвакуация с наружной лестницы. Вот данная лестница здесь отсутствует. Мы эту проблему озвучили пока визуально. И более того, здесь сама система противопожарной защиты не работает. То есть она находится в неисправном состоянии. Большинство погибших в торговом центре находились в кинозалах. В это время на больших экранах транслировали мультфильмы, а потому запертыми в помещении оказались именно дети.
Я кричал, дочь разговаривал, она сказала: папа, я тебя люблю, я задыхаюсь, теряю сознание. Плакала, не поверишь, рыдаю, плакала. Чужой прямо здесь Сабина, да? И Сенка, я только ночью дочка моя показывала, мне прямо жалко их. Конечно, тяжело это. Знаете, мужчина не плачет, мужчина горюет. Пока человека самого, его горя не коснется, он не понимает других. Ему не понять. Сегодня, допустим, есть люди холостые, а есть женатые, у кого есть дети. И этому холостому не понять мое переживание об этом ребенке, ему не понять это. Ну, тяжело, конечно, это как люди могут перенести такую жалость? Это полностью семьи погибли там, не одна семья. Я не могу смотреть на это вообще. Честное слово, не показывали. Эта трагедия сколыхнула всю Россию. Сочувствие и соболезнования родным и близким пострадавших выразила вся страна. Пожар в Кемерово и его последствия сказались на сознании людей. Инна Аушева, мать 4 детей, признается, стоит только зайти в кинозал, как перед глазами появляются сгоревшие сиденья и обрушившийся потолок. Я представляю панику детей. Тем более там было очень много детей, сейчас же каникулярное время. У меня просто сердце разрывается вообще от этой вот, от услышанного, от того, что я смотрела. Невозможно смотреть эти ролики просто. Сердце кровью вообще обливается. Очень страшно. Три кинотеатра и по 2 выхода в каждом из них в торгово-развлекательном комплексе «Фабрика» о безопасности любителей кинематографа позаботились заранее. Залы оснащены огнетушителями и системой звукового оповещения. Запирать двери во время сеанса после ЧП в Кемерово здесь явно не собираются. Если эта часть здания соответствует нормам пожарной безопасности, то в коридорах и других помещениях напрочь отсутствуют указатели, по которым нужно покидать здание в случае пожара. Правда, на стенах разместили планы эвакуации. Планы эвакуации должны быть фотолюминационными. То есть что это значит? Это, например, в темное время суток или после отключения электричества, либо в задымленном помещении должны быть фосфорные специальные краски наносятся, они должны гореть. Показывают, чтобы любой человек мог подойти и узнать, где путь эвакуации. Покинуть здание быстро и без жертв в случае пожара у посетителей центра вряд ли получится. Вместо выхода по указателю найти удастся разве что уборную. В качестве эксперимента мы решили попробовать выбраться из центра самостоятельно. С учетом площади здания и количества выходов, на это мы потратили чуть меньше минуты. Вот мы нашли выход. Опять же, если в случае пожара, паники, я сомневаюсь, что человек вот тут так резко и быстро найдет выход. Потому что мы шли, считая в никуда. Мы не знали, что здесь выход находится, правильно же? Чуть позже расположение выходов нам показали с помощью камер видеонаблюдения. Система оповещения в скором времени должна заработать. А пока за ситуацией в торговом центре следят сразу несколько человек с помощью мониторов. На каждом этаже есть охрана и ответственные за пожарную безопасность. Вам надо обратить внимание на систему дымоудаления, на вентиляцию, на пути эвакуации, чтобы не было горючих материалов, обшитые пути эвакуации, расположение точек тоже соответствовало, чтобы была автоматическая установка пожаротушения соответствующая. Администрации центра предстоит исправить ряд серьезных нарушений, в том числе и в торговом павильоне, в котором меры безопасности предусмотрены эффективнее всего. Специальные указатели здесь есть и запасной выход тоже. Правда, все это расположилось за полками с детской одеждой, которые в случае ЧП могут стать препятствием для выхода из горящего помещения. Мадина Пугоева, Хаваш Гуйгов, Новости 24. К другим новостям. Сегодня по всей стране прошла сдача единого госэкзамена по иностранному языку. Это досрочный этап, когда у выпускников прошлых лет, не сдавших экзамены, есть возможность пересдать. Досрочный этап сдачи ЕГЭ стартовал 21 марта и продлится по 11 апреля. Как выпускники сдавали экзамен по английскому и немецкому, расскажет Жаридат Халухоева. Рамки металлоискателя, где выпускники сдают все лишние вещи, места для общественных наблюдателей, помещения для медицинских услуг. Все здесь как на обычном экзамене, с одной лишь разницей, что этот ЕГЭ устный и продлится всего 15 минут. За такой короткий промежуток времени ребятам предстоит вспомнить весь запас иностранных слов. Сегодня ученики, выпускники прошлых лет сдают экзамен по иностранному языку. Это английский язык, немецкий язык, французский язык, испанский язык. Экзамен они сдают устную часть, и поэтому он проходит необычно. В этой аудитории
проходит подготовка, они заполняют бланки регистрации, и следующий этап они проходят уже в другой кабинет и сдают устную часть экзамена. Процесс и условия прохождения экзамена не изменились, так же как страх и волнение перед получением задания. Среди тех, кто один раз уже прошел испытание, но снова сдает экзамен, есть и Хасан Касиев. Молодой человек поделился своими впечатлениями. Так ли страшен ЕГЭ, как о нем рассказывают, и на какие баллы он рассчитывает на этот раз. В прошлом году подавал, конечно же, но не вышло, потому что у меня по некоторым предметам баллы не очень. А так я хочу и стремлюсь, и, наверное, скорее всего, я и добьюсь своей цели. Я хочу поступить в МГИМО или в МГУ на экономический факультет. Я думаю, что готов и хорошо сдам. А так готовился с репетитором своим. Выпускники расположились в 14 аудиториях, половина из которых задействована для подготовки к проведению экзамена. Здесь ребята заполняют бланки регистрации, а организаторы проводят краткий инструктаж. Сам же экзамен проходит за компьютером уже в другой аудитории. В целом ребятам нужно выполнить 4 задания. В первом требуется прочитать научно-популярный текст, во втором выпускники должны ознакомиться с рекламным объявлением и задать к нему 5 уточняющих вопросов. В третьем описать одну из 3 предложенных фотографий, составить 12-15 предложений. Последнее задание предлагает сравнение 2 изображений на основе предложенного плана. Каждое задание выдается после того, как сделано предыдущее. Во время ответа учеников ведется аудио- и видеозапись. В среднем на подготовку дается 1,5 минуты. Сдают сегодня экзамен 50 человек, 48 из которых выбрали английский язык и всего 2 человека немецкий. ЕГЭ по иностранному языку считается одним из самых объективных экзаменов. Из-за устной формы его проведения и ограниченности во времени у выпускников школ отсутствует какая-либо возможность пользоваться подсказками. Да и, как отмечает организатор, в последнее время все больше детей полагаются только на свои знания. Гораздо меньше пытаются пронести телефон, гораздо меньше шпаргалок, все гораздо меньше стало. Почему? Потому что, я думаю, они уже начали понимать, что действительно знания хотя бы минимальные, тем более пороги спустили, которые они могут сдать и получить аттестат. И сегодня намного дешевле и выгоднее учиться, чем пытаться купить такой очень дорогой телефон, его пронести, и потом без права пересдачи остаться. Намного дешевле учиться. Результаты устного ЕГЭ будут суммироваться с баллами письменного экзамена, который выпускникам еще предстоит сдать уже 2 апреля. По итогу этих 2 испытаний станет известно, удалось ли ребятам набрать необходимое количество баллов. Жарайдат Халухоева, Рахман Цуров, Новости 24. Юные хоккеисты Ингушетии в ближайшем будущем смогут повышать уровень своего мастерства в лучших академиях столицы России. Об этом стало известно в ходе посещения главы республики Юнузбека Евкурова и депутата Госдумы России Алихана Харсиева одной из хоккейных баз в Подмосковье. В хоккейной академии Фетисова десятки молодых ребят проходят обучение по новейшей методике. Директор школы Илья Спицын показал, в каких условиях играют будущие звезды хоккея. Подробно рассказал гостям, как проходит процесс тренировки. Опыт организации таких учреждений можно будет внедрять в регионе. Илья Спицын также поделился впечатлениями от увиденного в Ингушетии. Он отметил, что местные хоккеисты физически очень крепкие. При правильном подходе многие из них могут добиться больших успехов в хоккее. Общая физическая подготовка у них прекрасная. И то, что мы видели с Вячеславом Александровичем на показательных занятиях, нас очень приятно удивило. Ребята все крепкие, сильные, ловкие, с высокой выносливостью. Почему бы им не заниматься хоккеем? И, соответственно, у них появился огромный интерес к нашей академии, к нашему центру. Вот они приехали с экскурсией посмотреть, как это должно быть, как это сейчас происходит в передовом хоккейном мире, поскольку у нас все это сделано, в общем, на высочайшем на сегодня мировом уровне. Были приятно удивлены, хотят сделать нечто подобное в Магасе, столице Ингушетии. Не знаю, насколько это быстро и качественно удастся притворить в жизнь, но тем не менее первые шаги уже сделаны, мы уже договорились там о определенных направлениях работы с тем, чтобы сделать хоккей более доступным, более понятным для ингушских детей. И, возможно, почему нет, оттуда мы увидим каких-нибудь, ну, не только звезд, но и просто хоккеистов, которые выросли уже, так сказать, с нашей помощью. Мы будем этому только рады.
В Джайрахском районе Ингушетии приступили к устранению последствий урагана. Напомню, что стихия обрушилась на район в ночь с пятницы на субботу. Порывы ветра достигали 20 с лишним метров в секунду. Ущерб нанесен десяткам жилых домов. Мощный ветер буквально сносил крыши зданий. Значительный урон нанесен пристройкам и личным подсобным хозяйствам. По распоряжению главы Ингушетии создан оперативный штаб по ликвидации последствий стихии. В настоящее время идут восстановительные работы. هم گوش داد دال حق ورد هم حقوش داد صدق محاربين هاشم حد يقرأ ورد هم صوت عبوش الوقت مرن. Жители сельского поселения Ляжги Джайрахского района постепенно приходят в себя после сильнейшего урагана, который разбушевался на минувшей неделе в ночь с пятницы на субботу. Шквалистый ветер обрушился на дома местных жителей, снося все на своем пути. Больше всего здесь пострадала семья Катиевых. Ветер был настолько сильный, что он не просто снес крышу ихнего сарая. Ураганный ветер буквально погнул бетонную стену. Еще бы чуть-чуть, и она бы рухнула, разрушив всю постройку. Муса Катиев живет в этом доме со своей семьей уже более полувека и вспоминает, что в последний раз такая непогода бушевала лет 20 назад. Но на этот раз ураган обрушился на их село с еще большей силой. Шквалистый ветер разрушил часть его пасеки, из-за чего погибло много пчел. Муса рассказывает, что пик стихии пришелся под утро, когда все еще спали. Цухан хабубан мухам убежди гына жама хам гучат убеж. Да резко резко хатбош. Шуна балка хатботяж тали. Насот беспендаш бахкар. Ураганный ветер также не обошел стороной и семью Хутиевых. Ибрагим вспоминает, что, выйдя во двор своего дома, он увидел, как ветер с легкостью снес крышу его сарая и опрокинул на пристройку рядом с его жилищем. По словам хозяина дома, сила ветра была просто невообразимой. Но местные жители не унывают и считают самым главным, что все остались живы и невредимы, а разрушенное жилье можно отстроить заново. Тем более, что сельчане все как один сплотились и всячески помогают друг другу в восстановлении разрушенного жилья. Максимальная скорость ветра в ту ночь достигала более 30 метров в секунду. Сотрудниками МРСК «Ингушэнерго» было зафиксировано около 40 обрывов линии электропередач. Также ветер снес один из куполов мечети в селении Альгетти. Его в скором времени обещают установить обратно на место. Всего от порывистого ветра пострадало около 80 домов в частном секторе. По частному сектору, так как режим чрезвычайной ситуации объявлен не был, в частном порядке, именно наиболее там, где дома пострадали, мы уже на второе же утро начали, именно где дома, кровли домов пострадали, начали оказывать помощь, она до сих пор оказывается. И уже конечные такие именно по дорогам, по газопроводам, то, что остатки там недоделок, вот это сегодня, вчера, и думаю, что до конца недели все это в районе закончится. Частично пострадали и социально значимые объекты. Председатель правительства Ингушетии Руслан Гагиев посетил Джайрахскую среднюю школу и лично проверил ход восстановительных работ. Ураган, который пронесся над Джайрахским районом, повредил кровлю здания школы общей площадью около 700 квадратных метров. На сегодняшний день работы ведутся, бригада работает. Я думаю, что к 3 числу, к приходу детей в школу, крыша будет восстановлена, и мы наладим учебный процесс. По предварительной оценке комиссии, созданной при администрации Джайрахского района, общий ущерб составил более 5 миллионов рублей. Председатель правительства Руслан Гагиев поставил задачу продолжать работу по уточнению и окончательной оценке нанесенного ущерба для оказания соответствующей помощи, а также доложить о проделанной работе. Микаил Тангиев, Адам Далаков, Новости 24. Знаменитую базу отдыха в ингушском селе Мужичи реконструируют за счет внебюджетных инвестиций. База отдыха находится недалеко от реки Асса. Возведена более 50 лет назад. Свое название она получила в честь расположенного рядом села. На протяжении нескольких столетий населенный пункт был известен как Мужичи, что в переводе с ингушского означает «место для питья». В 2001 году его корпуса были отремонтированы, а территория облагорожена, появились новые места отдыха, есть целебный источник. На территории комплекса расположены 3 здания с номерами вместимостью 120 человек.
Помимо номерного фонда и уголков для спокойного времяпрепровождения, инфраструктура включает в себя различные спортивные сооружения, в том числе теннисный корт, волейбольная, футбольная и баскетбольные площадки, зал для спортивной борьбы. Сегодня Народное собрание Ингушетии с ознакомительной экскурсией посетили юные журналисты. Попасть сюда они смогли после того, как обратились с просьбой на Инстаграм спикера парламента Зелимхана Евлоева. Ребятам показали все помещения и подробно рассказали, на чем строится законодательная система Ингушетии. Подробности у Светланы Томовой. Экскурсия начинается с кабинета спикера парламента Зелимхана Евлоева. После непродолжительного общения ребятам предлагают побывать в роли председателя Народного собрания и присесть в его кресло. Но не все школьники чувствуют себя на нем комфортно. Немножко не по себе. Действительно, даже в таком возрасте дети чувствуют, какая ответственность возложена на человека, занимающего это место. Далее спикер парламента рассказал ребятам о том, что утро его начинается с просмотра почты. Кстати, проверяя корреспонденцию на днях, он и обнаружил письмо школьников с просьбой провести для них экскурсию в парламенте. Затем юные журналисты вместе со спикером позвонили депутату Народного собрания Батыру Хамхоеву и спросили, как ему в 24 года удалось стать депутатом. Если говорить изначально, то партия «Единая Россия» предоставила возможность, еще будучи студентом, мне баллотироваться в органы местного самоуправления. Именно тот опыт, который я получил на самых низах, дал мне возможность уже выставить свою кандидатуру на предварительное голосование, которое у нас было 22 мая 2016 года. Ну и как же без традиционного для молодежи селфи? Самый шустрый из ребят просит спикера парламента сделать с ним фото на память. Сделал? Надо проверить. Далее для ребят Зелимхан Евлоев лично проводит экскурсию. Начинают с малого зала заседания. Там председатель Народного собрания рассказывает о том, что парламент – высший представительный и законодательный орган. Затем ребятам показывает большой зал заседания, рассказывая, кто и какое место здесь занимает. У главы республики есть постоянное место в Народном собрании. Вот место главы республики. Музбекова или Вкурова. Это его постоянное место, и никто не имеет права занимать это место. Дмитриевич, а в этом зале занимаются принятием различных законов? Совершенно верно. Только в этом зале принимаются законы. После экскурсии для юных журналистов устраивают пресс-конференцию со спикером парламента. Вопросы здесь самые разнообразные. Ребята практически в курсе всех последних новостей. А узнать у председателя Народного собрания хочется практически все. Отменит ли ЕГЭ, за кого голосовали на выборах президента страны и многое другое. Те вопросы, которые сложные, которые стоят, они у нас ежедневно перед нами. Такие вопросы становятся и стоят. И мы находим решение вместе со своими друзьями, депутатами Народного собрания и взаимодействие, конечно же, с главой республики, с правительством Республики Ингушетия. Ну и в завершении встречи школьники подарили Зелимхану Евлоеву колбу с пожеланиями для спикера парламента и народным избранникам. Председатель Народного собрания зачитал одно из пожеланий. Всегда имейте объективное представление о нашей многогранной жизни. Знайте о болевых точках детей. А я хотел бы, чтобы у нас хватило сил, терпения, ума, возможностей, чтобы те вопросы, которые вы ставите, чтобы мы их могли решать, и чтобы мы знали эти болевые точки, и чтобы их было меньше этих болевых точек. Наверняка эту экскурсию ребята запомнят надолго. Впервые у них прошло такое открытое общение с представителем власти. На этой экскурсии мне понравилось, как мы были в большом зале, и когда мы задавали спикеру парламента вопросы. Я сидела на стуле самого спикера парламента. Мне вот это больше всего понравилось, потому что мне казалось, что я был сам этим спикером парламента. Руководитель кружка «Юные журналисты» Марина Дзортова не так давно занимается с этими детьми. Она отмечает их талант и желание познать эту профессию как можно лучше. А такая открытость власти, возможно, поможет детям определиться с будущей профессией. Дело в том, что это вторая экскурсия. Вначале мы были в телекомпании, сегодня вот так по счастливому случаю попали в парламент. Попали не случайно. У нас на определенном занятии мы рассказывали о законодательной и исполнительной власти. И
объясняя, кто такой спикер парламента, дети изъявили желание увидеть его. В парламенте уверены, что эта экскурсия позволит подрастающему поколению ближе познакомиться с работой госоргана, ведь именно они будут строить будущее региона. Завершилась встреча памятными фотографиями. Светлана Томова, Майрбек Миржоев. Новости 24. Выявить заболевания на ранней стадии поможет своевременная диспансеризация. В Ингушетии в рамках договоренности, достигнутой между главой региона Юнусбеком Евкуровым и руководителем Федерального медико-биологического агентства России Владимиром Уйбой, в скором времени начнет работу сводный медицинский отряд ведомства для содействия Минздраву Ингушетии в проведении диспансеризации населения. Подробности в материале Амины Боковой. Диспансеризация, профилактические осмотры и консультация. Уже 2 апреля 60 медиков, большинство из которых специалисты узкого профиля, ведущего медико-биологического агентства России, начнут прием первых пациентов из Ингушетии. Республиканские больницы уже готовы принять своих столичных коллег, а пациенты ждут не дождутся встречи с ведущими врачами страны. На ранней стадии лучше выявить какие-то заболевания, которые могут впоследствии уже быть или необратимыми, к сожалению, или могут как-то повлиять на то, что более сложнее и тяжелее проходить это, конечно. Поэтому я советую, конечно, встретить врачей действительно. Терапевт, невролог, окулист, врач функциональной диагностики и еще десятки специалистов прибудут в регион на специальных мобильных комплексах и соответствующим высококачественным оборудованием. В первую очередь усилия выездной бригады будут направлены на выявление заболеваний на ранней стадии, в том числе и онкологии. Поскольку признаки раковых заболеваний проявляются только когда опухоли уже поразили большинство здоровых клеток человека, вовремя узнать о заболевании поможет только диспансеризация. Раиса Кузикова знает об онкологии не понаслышке, поэтому никогда не пропускает профилактические осмотры. У меня с мамой было несчастье тоже, ее нет уже, поэтому у нас в семье и у родственников тоже, конечно, у всех есть, я думаю, сейчас уже болезни. Если их обнаружить на ранней стадии, их легче лечить, они легче поддаются лечению. Также врачи проведут и консультации для всех желающих, а пробудут в нашей республике столичные специалисты почти месяц. За это время они планируют посетить все населенные пункты Ингушетии. Ориентировочно будут проводиться эти осмотры. По этому плану-графику первый пункт посещения – это Малгобек и Малгобекский район 2 числа. Далее мы будем анонсировать перемещение этой группы заранее за 2-3 дней до того, как будут проводиться эти осмотры. Оповещение будет в виде наглядной агитации, это баннеры, в виде СМС-сообщений и также телевидение и радио. Забота о населении является приоритетным направлением для нашей республики. Приезд врачей такого уровня стал возможным благодаря договоренности, достигнутой между главой Ингушетии Юнусбеком Евкуровым и руководителем ФМБА России Владимиром Уйбой. Масштабная кампания по диспансеризации и консультированию населения региона начнется 2 и завершится 23 апреля. Амина Бокова, Майрбек Миржоев, Новости 24. За обнаруженный в крови алкоголь будут лишать водительских прав. Госдума в 3-м чтении приняла закон, в соответствии с которым выявлять водителей, управляющих автомобилем в состоянии алкогольного опьянения, будут не только по следам алкоголя, вдыхаемом ими в воздухе, но и на основании результатов анализа крови. Лишать водительских прав на срок от 1,5 до 2 лет будут в том случае, если в крови водителя будет обнаружен этиловый спирт в концентрации, превышающей 0,3 грамм на 1 литр крови. Нововведение начнет действовать по истечении 90 дней после дня официального опубликования подписанного президентом России закона. В КФХ Хашагульгов привезли первую партию картофеля 3 сортов из Германии. Это 180 тонн картофеля сортов Лили, Розанна и Лабелла. Характеризуются они устойчивостью к вирусам, высокой урожайностью и долгим сроком хранения при создании правильных условий. Для КФХ это первый опыт работы с иностранными партнерами. Сажать и выращивать картофель будут под наблюдением представителей поставщиков. В особом уходе он не нуждается, надо лишь своевременно вспахивать землю и обогащать ее удобрениями. Полностью перевозку картофеля планируют закончить до конца недели. К его посадке уже все готово. Уже спахали, обработали, и только посадка готова. Все поле стоит, их ждем сейчас. Будут они сегодня, завтра должны быть. А мы сами свой сорт уже посадили 70 гектаров. Вот эти дожди, вот эта погода помешала, а то мы уже 95 закончили поле.
У нас свой сорт есть, Рокко есть, Рамона есть и Удача. Белая картошка такая хорошая. У нас свой сорт. А этот сейчас в этом году посмотрим. Будет хороший урожай, будет хорошо вам и нам. Сегодня студенты аграрного факультета Ингушского госуниверситета посетили агрохолдинг «Экопродукт» и даже немного поработали на объекте. Предприятие запущено в эксплуатацию чуть менее года назад, и общая площадь его равна 3 гектарам земли. Подробнее об экскурсии Тамерлан Хамхоев. В наши дни очень модно держать себя в отличной физической форме и питаться только здоровой пищей, сидеть на зеленых диетах. Но большинство поклонников здорового образа жизни даже не задумываются, сколько труда требует выращивание любимых овощей. Вот и студенты аграрного факультета ИНГУ оказались свидетелями того, как все то, что они читали в учебниках и слушали на лекциях, применяется на практике. Включают вот воду, видите, включили, да. Капельное ширение. Они вот включают воду, а потом как вот эти капли, где капли, там и делают дырки и сажают стаканчики. Теплица работает по системе конденсирующего орошения. Поддерживается постоянная температура в 19-20 градусов. Почва, состоящая из примесей чернозема и натуральных удобрений. Современные лампы имитации ультрафиолетовых лучей солнца. А главное, специалисты, работающие здесь в поте лица, не разгибая спину. Все это говорит о том, что агрохолдинг соответствует требованиям производства продуктов высочайшего качества. В теплицах выращивают томаты, огурцы, зелень и лук. Студенты охотно приступают к прополке саженцев от сорняков. Вместе с ними и преподаватели. Молодежь вовлечена в работу и проявляет большой интерес к делу, так как это их будущее профессиональное поприще. Конечно, теория не сравнится с практикой, и тут мы на себе узнали, в каких условиях они выращиваются, и тут действительно можно ощутить, в каком они тепле выращиваются, и это действительно тяжелые условия для человека, но, видимо, необходимые для растения. По словам представителя Минсельхоза, программа посещения студентами сельхозпредприятий в качестве практических занятий внедряется с прошлого года по поручению главы Республики Ингушетия. И не случайно, в наши дни делается серьезный упор на развитие сельскохозяйственной деятельности. Такой подход определенно выведет экономические показатели сельхозсектора на новый уровень. Эту теплицу должны подготовить под будущий урожай, и пока обработки почвы проделали, сорняки пошли в ход. И вот ребята, которые сегодня приехали на практику, у них идет сортовая прополка. То есть они сейчас убирают сорняки, те сорные растения, которые появились на данном участке. Сейчас они эту практику проходят, обрабатываются техникой, обрабатываются гербицидами и микроудобрениями. И в последующем идет закладка урожая. Очень важно подогревать интерес молодежи к подобным экскурсам и практическим занятиям, касающихся их будущего. Рашид Хамхоев, Тамерлан Хамхоев, Новости 24. Футбольный клуб «Ангушт» в домашнем матче 17-го тура ПФЛ зоны Юг одержал победу над командой из Краснодара «Кубань». С первых минут матча «Ангушт» давил соперника, и на 20-й минуте первого тайма Аслан Дзейтов открыл счет после подачи в штрафную площадь соперника. Забив гол, назрановцы не сбавили оборотов и продолжили играть интенсивно. На 50-й минуте игры счет был удвоен. Дзейтов оформил дубль. Гости до конца матча смогли отыграть один мяч, забив его на 82-й минуте. По итогам игры «Ангушт» набрал 23 очка в ПФЛ зоне Юг. В эти выходные в столичном регионе Финляндии прошли сразу два турнира по дзюдо. Межклубный турнир «Хантай» и чемпионат среди обладателей желтых и оранжевых поясов. В соревнованиях участвовало 360 дзюдоистов, включая 26 спортсменов из клуба «Магаз». По результатам турнира в копилках клуба пополнилось 13 золотыми медалями, 4 серебряными и 9 бронзовыми. Многие ребята проявили свои волевые качества, но особенно отличился Самир Балаев, который, несмотря на травму, довел финальную схватку до победного конца и принес золото своей команде. Сейчас «Магаз» готовится к своему очередному выезду на международный кубок «Аудентес», который пройдет в апреле в столице Эстонии. На этом наш выпуск завершен. Оставайтесь на канале Ингушетия.